А вы знали, что утерянный этноним казахов звучал как ЖТ, в народе как Жета? В древних картах Франции 15-16 веков территория Казахстана именовалась Шазаль-Жите по-французски, то есть казахское королевство, а в итальянских и нидерландских картах Казал-Гите, то есть в переводе казахское королевство. В слове Массагеты тоже присутствует слово Джите, Масса-Джите, древние казахи. Жетесу состоит из 77 рек, и тут не совсем про цифры. Джите – это как принадлежность, Жетесу – как казахтун сулары. Жете жаргы – законы казахского правового уложения, созданные Тауке ханом. Жете – законы степи. Жетсы жаксы бозбала, то есть юноша, который получил хорошее, настоящее казахское воспитание. Жетеген – не 7 струн. Нағыз казах казах емес, нағыз казах жетеген – музыкальный инструмент. Жетім – сирота, то есть өзіміздікі. У казахов не было чувства отчуждения. Жетім – халықтың баласы, то есть дети народа. Жетілердің көжесі, әз наурыз көжесі, напиток гостеприимства, всегда стоит на дастархане. Умная и мудрая жена была из числа 7 сокровищ казахского народа. Новая историю женственность ювелирным домом ЗАГС. Әз наурыз құтты болсын.